Добрый вечер. 4 февраля, 708-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Никаких масок-шоу в Сим-Сити Транс не было, заявила прокурор российской администрации Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, вооруженные люди пришли на предприятие, чтобы вручить руководству предписание об устранении ранее выявленных нарушений. Однако на видео, которое 1 февраля распространили сотрудники Сим-Сити Транс, видно, как вместе с представителями Ространснадзора в здание ворвались еще и сотрудники ФСБ и несколько автоматчиков в балаклавах. Чтобы вручить предписание, они приехали на 3 машинах. Работников автотранспортного предприятия заблокировали в здании. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Этот человек с вами пришел? Скажите, на основании пожалуйста, чего да? вы производите сейчас задержание меня? Я выхожу. На основании чего мне будет держать? Предпринимается действие. На основании чего мне держат? Все, проходите. Все. Никто никого не пропускает. Кого попросили? Проходит. Все. На основании чего зачитаю? Нет, я исполнитель. Кто задержит? Это его личный кабинет. Его личный. Руки убираем сразу, да? Никаких следственных действий там не было, поскольку они вели себя агрессивно, постоянно убегают, постоянно прячутся. Невозможно им вручить эту бумагу, поэтому и прибыли сотрудники для того, чтобы вручить бумагу, получить подпись, либо отказ от подписи, в присутствии понятых. Мы вернемся и спросим с них. Так глава штаба гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов прокомментировал обыски и давление на крымских татар, происходящие в последние дни на полуострове. По его словам, сейчас в Крыму происходит геноцид. Происходит геноцид, там происходит унижение, там происходит давление. И то, что вот эта вот ФСБшная вот эта вот машина, которая ломает косточки, морально ломает косточки у многих крымчан, в первую очередь у крымских татар. Поэтому все те люди, которые сейчас вершат вот эти вот противозакония в Крыму, они пусть знают, что мы придем и спросим с них. И спросим своим, именно крымско-татарским, на самом деле, спросом, который мы можем только сделать. Пусть они нас ждут, и мы придем. Крымско-татарские журналисты в Крыму просят защитить их от ликвидации. Редакции журнала «Йылдыз» и газеты «Яңы Дунья» вместе обратились к президенту России, руководству российской администрации Крыма, в Союз журналистов России, к уполномоченному по правам человека в России и в Меджлис крымско-татарского народа с просьбой защитить их от уничтожения. Эти издания присоединили к новосозданному в Крыму медиахолдингу имени Исмаила Гаспринского. Коллективы редакции не против слияния, однако хотят сохранения статуса юридического лица. Присоединение они называют дискриминацией, поскольку эксперименты проводят только над крымско-татарскими национальными изданиями, чьи коллективы выражают недоверие инициативе Госкомнадзора российской администрации Крыма. Российский Верховный суд Крыма оставил под стражей Ахтема Чийгоза. Адвокат заместителя председателя Меджлиса Николай Полозов сообщил об этом на своей фейсбук-странице. Цитата адвоката. «Российская власть крепко держит своих политзаключенных». Ранее суд продлил срок содержания нескольких фигурантов дела 26 февраля до 8 марта. 2 года назад, 26 февраля, крымско-татарские активисты пришли под стены крымского парламента отстаивать целостность Украины. Туда же пришли пророссийские активисты во главе с нынешним руководителем российской администрации Крыма Сергеем Аксеновым. В давке погибло 2 человека из лагеря Аксенова. Еще 79 российская администрация Крыма считает потерпевшими. На скамье подсудимых оказались только крымские татары. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней. В селе Новоселовское Раздольнинского района, где зафиксировали эпицентр распространения чумы, уже начали уничтожение животных. Для утилизации ветеринары подготовили 1600 туш свиней. На очереди еще 6000 животных, которых также усыпят и сожгут на огне. Карантин объявлен в 100-километровой зоне. По словам жителей сел, попавших в карантинную зону, власти конфискуют и здоровых животных. Российская администрация Крыма обещала им компенсацию, однако люди не уверены, что получат обещанные деньги. Для многих жителей сел Раздольнинского района выращивание свиней является основным заработком. Сейчас людям запретили продавать не только свинину, а еще молоко и яйца. Я не знаю, что нам обещают. Нам пообещали, что у нас свиней заберут. Все. Вот все, что нам пообещали. И все. О том, что какая-то компенсация будет или еще что-то, мы просто, даже если она и будет, ну, чтобы нас кто-то услышал.
Нет никаких анализов, ничего не было. А как это все происходило? Визуально просто посчитали сколько, посмотрели, 5 нет, этого нет, ну я не знаю. Он сказал, реально видно, что они здоровые, они бегают, прыгают, веселятся. Так покажите нам, что вы пришли, взяли у моей, например, свиньи анализ, при мне же взяли, показали то, что у меня моя свинья здоровая. Какого они имеют право ее уничтожать, если она здоровая? Ну вот, переживаем, чтобы нам оставили всю эту скотину, не забрали. Ну, Потому что мы потом не купим ни угля на зиму. Мы покупаем уголь на зиму, отопиться 35 тысяч. Вот покупали уголь, чтобы нам зиму топить. Заберут у нас этих поросят всех, ну не за что нам будет дальше жить. К нам врач приехал. Если забирают, значит, пускай сейчас забирают, чтобы люди не кормили этих 20 дней, не выкидывали зерно. Ну да. Зерно свое, мы не покупаем Мы сейчас еще зерно еще отдадим все, а зерно сейчас тоже цена 10 тысяч тонн. И еще надо его где-то купить. заберут Нет, и пускай все, забирают. На бумажечку. А мы сейчас последние их скормим, а их тогда заберут. Крымско-татарский батальон получил поддержку из Турции. В качестве волонтерской помощи активистам привезли 120 комплектов камуфляжной формы. Это уже не первая акция помощи активистам блокады со стороны крымско-татарской диаспоры Турции. Последний раз они привозили помощь во время заседания Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар в Геническе. Прислали с Турции костюмы, прислали термобелье, ремни, берцы, штаны, китель, курточка. Вообще, в общем, отлично, удобное такое. То есть, хорошо себя чувствую. Спасибо им огромное. Пришел к крымским татарам, так как они самые такие напористые, как сказать. То есть я уверен в этих людях. Я могу на них положиться, я знаю, что они самые инициативные, с ними можно идти даже в бой, плечо к плечу. Эту форму как гуманитарную помощь мы привезли нашим соотечественникам, ведущим сопротивление. Ее передал человек, имя которого мы не можем называть. Тем самым мы поддерживаем крымских татар в борьбе с Россией. Мы желаем вам успехов и всегда поддерживаем вас. И призываем всех тюрков поддержать эту борьбу. Европарламент выступил в защиту крымских татар и призвал Кремль начать переговоры по деоккупации Крыма. В Страсбурге сегодня приняли резолюцию «Ситуация с правами человека в Крыму, в частности, крымских татар». В документе европарламентарии в очередной раз напомнили Москве, что, аннексировав Крым и Севастополь, Россия нарушила международное право, включая Устав ООН, Хельсинский финальный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Соглашение о дружбе и сотрудничестве 1997 года между Российской Федерацией и Украиной. В документе подчеркивается, что Россия – оккупант, несет полную ответственность за безопасность местных жителей и обязана обеспечить соблюдение прав человека на оккупированной территории. Европарламент также поддержал инициативу запустить международный механизм переговоров по возвращению Крыма в Украину через формат «Женева плюс», в который войдет и Евросоюз. Россию призвали присоединиться к этим переговорам. В Чехии поддержат крымских татар. С 18 по 19 марта в Праге состоится благотворительный фестиваль «Краймиан СОС». Украинские, российские, чешские и белорусские артисты, активисты и правозащитники в рамках фестиваля поделятся информацией о ситуации жизни в Крыму, подробностями преступлений российской администрации полуострова. По словам организаторов, главная задача мероприятия – открыто выступить в поддержку коренного населения полуострова, их законного права быть хозяевами на своей земле и привлечь внимание мировой общественности к проблеме Крыма. Участники выступят с докладами и рассказами о жизни российского Крыма. Будут продемонстрированы факты неоднократных нарушений прав человека. Также запланированы акции и выступления в поддержку политических заключенных Крыма. Александр Турчинов добровольно сдал Крым, утверждает бывший депутат Верховной Рады 1-4 созыва Валентин Зубов. Он подал обращение в Печерский суд Киева и обвинил Турчинова в государственной измене. Суд обязал прокуратуру начать досудебное расследование против председателя Совета нацбезопасности и обороны.
Исполняющим обязанности президента господин Турчинов был с 23 февраля. И поэтому реагировать как президент, исполняющий президент, он должен был самым резким образом на захват Верховной Рады и Совмина Крыма. И у него такие полномочия были. Больше того, Конституция Украины, 102 статья, обязывает его к таким действиям. Украина сдала Крым почти без единого выстрела. За последние сутки бандформирования 55 раз атаковали украинских военных, используя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Кроме этого, по оперативной информации штаба АТО, в незаконные республики прибыли офицеры российской армии, которые предположительно будут управлять большими боевыми действиями со стороны так называемого ополчения. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наше укріплення в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По наших позиціях неподалік Кірового та Первомайського були застосовані міномети. За оперативними даними, на територію так званої ЛНР прибули куратори з Російської Федерації. Разом з ними прибула група офіцерів Генерального штабу Росії з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань. В рамках заходів перевірки з метою демонстрації власного бойового вишколу проросійськими бойовиками були обстріляні позиції Збройних сил України в Трьохізбинці. Обстріл здійснювався з боку Красного Ліману з АГСів, крупнокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм. У станиці Луганській також зафіксовані постріли з міномету калібру 120 мм. Цей показовий виступ відбувся з 19 до 20 години. Слід зазначити, що дані обстріли були проведені навмисно для демонстрації своїм кремлівським господарям готовності будь-якої миті продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі. Дожди, мокрый снег, туман, гололед, ураганный ветер и понижение температуры. На полуостров надвигается очередной антициклон. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям российской администрации полуострова до конца недели объявляют штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют с пятницы усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, а дождь сменится мокрым снегом. На дорогах ожидается гололед. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Ночью опустится до -10. На этом пока все. Не пропустите следующий выпуск «Заман» с Эльмас Асановой. Всего доброго. Будьте с нами.